20 лет назад Казань отметила тысячелетие. Расскажу, как доказали почтенный возраст города, как готовились к празднику, какое наследие оставил миллениум и почему его могло не случиться. Сәлем, сіз YouTube татарча каналын қарайсыз, менің исемім Алсу Хафиз, һәм біз башлайбыз. Итак, тысячелетие Казани отмечали 30 августа 2005 года, но это только верхушка айсберга. До этого момента уже были попытки отметить какой-нибудь круглый юбилей города. Самый первый казанский юбилей мог случиться еще в 19 веке. Тогда местные депутаты, не разобравшись в газетной публикации, приняли 1394 год за год основания Казани и предложили отпраздновать 500-летие города. Вскоре выяснилось, что речь в заметке шла о городке на Каме, а сама Казань явно была основана раньше XIV века. Уже в советское время ученые зацепились за первое письменное упоминание города, которое датируется 1177 годом. И в 1977 году в Казани чуть было не закатили большую вечеринку по поводу юбилея, а среди казанцев даже разошлись памятные значки с числом 800. Археолог Альфред Хасанович Халиков опирался именно на эту дату, обозначив в 70-х годах прошлого века возраст Казани как 800 лет. В плане подготовки тогда значилось сооружение монумента к 800-летию города. Готовились к выпуску 3 парфюмерных набора «800 лет Казани», «Татарстан» и «Юбилей». Планировали ввести в эксплуатацию телевизионную станцию. Театральный сезон 76-77 годов проходил под лозунгом «Творческие работники города-юбиляру». В общем, все были на низком старте. Но когда документ, казанскую историю стали глубже изучать другие профессора, выяснилось, что этой дате верить нельзя, ведь письменное упоминание могло появиться позже. И остался единственный источник, чтобы установить дату рождения города – археология. В 1994 году в Казанском Кремле начались масштабные раскопки и продолжались много лет, пока археологи не дошли до культурного слоя X века. А среди черепков, тканей, бус, оружия и прочего не нашлась чешская монета с датой чеканки 929-930 годов. Специалисты со всего мира тогда съехались на конференцию и сделали вывод: Казань и правда возникла на границе X и XI веков. И чтобы было за что зацепиться, приняли условную цифру – 1005 год. Руководил раскопками доктор исторических наук Фаяз Абы Хужин. Он очень интересный и увлеченный человек, с ним есть немало роликов на ютубе. Ссылки на интервью с ним и другие видео, связанные с тысячелетием Казани, я оставлю в своем телеграм-канале. А сейчас давайте посмотрим фрагмент интервью, где Фаяз Абы говорит о том, как его назначили руководителем экспедиции и как он на это отреагировал. Теперь начали копать. Первый год. В сентябре, это в северной части Кремля копаем, где сейчас пушечный двор. Я сначала как-то безразлично. Мне поставили, я сам поставил условия. Я говорю, мне здесь не нравится, я буду приходить 2 раза в неделю, пусть там копают, туда-сё. А потом уже как-то втянулся в это дело. В конце сентября мы копали еще, потому что надо было быстро копать. Один рабочий показал мне лепную керамику. И я просто, как говорят, обалдел. Да, эта керамика где-то, самая поздняя дата, начало XI века. Тысячелетний возраст города не остался без внимания конспирологов. Ходили слухи, что артефакт, ту самую монету, просто подбросили. На что непосредственно участники событий парировали. Чешская монета, найденная в Казани, определена как самая ранняя, отчеканенная в этой стране. И вообще, она единственная такая во всем мире. Откуда ее могли взять современные археологи? После этих слухов буквально все находки, которые имели узкую дату и имели важность для определения возраста Казани, проходили экспертизу на предмет подлинности. А в случае с чешской монетой спектральный анализ проводили в Эрмитаже. И в Казани есть документ, подтверждающий, что эта находка происходит именно из раскопа, и ее не подбросили. Та самая монета хранится в Музее государственности в Казанском Кремле, и увидеть ее может любой посетитель. А пока готовилась к этому ролику, я нашла в ютубе видео, которое начинается словами: «Я понимаю, что я делаю скандальную съемку, потому что вот здесь и есть древняя Казань». Герой ролика стоит на фоне древнего татарского кладбища и утверждает, что Казань начиналась именно с этого места, а не с Кремля. Ну и самое главное, за 16 лет, пока это видео находится на ютубе, оно набрало 600 просмотров.
Я понимаю, что я делаю скандальную съемку, потому что вот здесь и есть древняя Казань, про которую никто особо не говорит, ее особо не показывает. Вот древний мусульманский храм 13-14 века. Здесь, как мне указали сотрудники института, именно и здесь и располагались булгарские захоронения знатных булгар. Соответственно, здесь, на этом холме, была и резиденция, которую археолог Калинин нашел. А сейчас эти вот знаки, как сказали сотрудники института, институт поставил на свои собственные деньги. Это не государство. Об этом не говорится. То, что это настоящие ценности истории булгарского, татарского народа. После всех необходимых научных изысканий и подтверждения планов на всех уровнях, дату празднования определили казанские депутаты, и это состоялось в сентябре 1999 года. Определили тогда и главного организатора Ментимира Шаймиева. На федеральном уровне позже утвердили программу подготовки и создали Государственную комиссию по подготовке, которую возглавлял сначала премьер-министр, а затем президент страны Владимир Путин. Рафаэль Хакимов, в те годы работавший госсоветником президента Татарстана по политическим вопросам, в своей книге оставил воспоминания о юбилее. Тысячелетие было первым грандиозным событием в Татарстане. Без этой тренировки невозможно было бы впоследствии провести универсиаду. Журналисты до сих пор интересуются тысячелетием, но в основном спрашивают о загадочной монетке. Она стала легендарной. И всем хочется иметь какой-то простой ключик, отмычку для решения сложных проблем. Время от времени говорят, что ее подкинули. И у меня переспрашивают, так ли было на самом деле? На что я отвечаю, всякое бывает. Но если ее подкинули, то откуда ее достали? Ведь она единственная на свете. Журналистам хочется услышать что-то авантюрное. Упорный труд им не интересен. А теперь давайте посмотрим, какой была Казань в конце прошлого тысячелетия. Если в 70-е, 80-е Казань – это милая тихая старушка, утопающая в зелени, в деревянной застройке, то к концу 90-х центр Казани – это в основном ветхое жилье, стены которого исписаны словами «Долой трущобы». По вечерам на улицах здесь могло не быть света. По воспоминаниям Шаймиева, в центре города тогда нестерпимо пахло канализацией, а кругом были гниль и нищета. 60% казанских семей жили в квартирах, в которых зачастую не было водопровода, а туалет был на улице. В зеленых зонах скверов и парков тогда предприимчивые горожане выращивали картошку, а на Баумана торговали всем, чем только можно. Да что говорить, вот посмотрите сами, благо видеохроника тех лет есть в свободном доступе. Но впереди большой праздник, и стартует пятилетка подготовки к праздничной дате. Пока в самой Казани прихорашивали город, за рубежом и в Татарстане проходило большое количество научных симпозиумов и выставок на тему тысячелетия города. Например, 30 ноября 2000 года в Австралии приняли решение о включении Казанского Кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2004 году Казань вошла как наблюдатель в Организацию исламских столиц и городов. Конечно, у праздника должен быть свой ферстиль. Из 150 работ, представлявших собой различные изображения Кремля, башни Сиимбике, Зиланта и рисунков, выполненных арабской вязью, присланных авторами со всех регионов России, первое место получил вот этот эскиз. На нем изображена вариация на тему башни Сиимбике, лилии и татарстанского флага. Его автор Айрат Халитов получил вознаграждение в 25 тысяч рублей. Кстати, герб Казани официально утвердили только к тысячелетию, в январе 2005 года.
А еще недавно прочитала в воспоминаниях фотографа Фарита Губаева о том, что Камиль Исхаков, тогдашний мэр города, перед празднованием тысячелетия поехал в Германию к композитору Софии Губайдуллиной и уговаривал написать ее музыкальное произведение, посвященное тысячелетию города. Композитор не согласилась. И вот пришел август 2005-го. И в городе, отполированном до блеска, каждый день что-то открывали. А до этого ограничили въезд транспорта и почистили улицы от нежелательных элементов – бомжей и проституток. Студентам продлили на 2 недели каникулы, а в освободившихся общежитиях жили свезенные с соседних регионов милиционеры. Так, в честь праздника открыли мечеть Кул-Шариф, начало функционировать новое здание пригородного вокзала и новая причальная стенка в Речпорту. Но это еще не все. Непосредственно в дни празднования с 25 по 30 августа горожане получили в пользование метро, первую очередь вантового моста «Миллениум», улицу Петербургскую, Татнефть-арену, парк Тысячелетия. Еще у города появился новый ипподром. Открыли памятник композитору Салиху Сайдашеву, филиал Эрмитажа в Казани, музей Тысячелетия, отремонтированную Казанскую ратушу. Ну а вместо запланированного памятника Петра Первому на улице Петербургской поставили памятник востоковеду Льву Гумилеву. К празднику также приурочили саммит глав СНГ и выездное заседание Госсовета России, которые прошли в Казани. Мероприятия шли на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Тысячелетия, на Баумана, Булаке, УНКЦ, в парках, на новом ипподроме. Даже успели приготовить гигантский чак-чак. Его готовили 20 кулинаров, и на это им понадобилось 3 дня. Вес чак-чака, естественно, 1000 килограммов. Меньше было бы не символично. В эти же дни, приурочив к большой дате, из Ватикана в Казань возвращается чудотворный список Казанской иконы Божией Матери. Сейчас он хранится в Богородицком монастыре. 26 августа в городе на торжественном вечере Владимир Путин зачитал свое знаменитое выступление на татарском языке. Не буду вам его тут показывать, его легко найти в интернете. А еще в эти дни, только представьте, вот эти все высокопоставленные гости в Казани обсуждали вопросы федеративного устройства страны. Ну а ключевым днем праздника стало 30 августа. Это было масштабное, если не грандиозное городское гуляние, завершившееся шикарным световым и пиротехническим шоу. Короче, гремели на славу. Правда, погода подвела. Как часто бывает в конце августа, именно на День Республики, было дождливо и прохладно. Вот в этом сюжете Первого канала очень хорошо заметно, как готовили город к празднику. Большое спасибо. Thank you very much. Помогите мне, пожалуйста. Help me, please. Самарские милиционеры в центре Казани учат английский. Их прислали сюда 2 недели назад, и уедут они только тогда, когда закончатся все торжества. Все готово к приему самых высоких гостей. Эта маленькая зеленая книжка – главный бестселлер казанского «Миллениума». Разговорник для сотрудников милиции. С его помощью стражи порядка могут объясниться на английском, французском и немецком языках. Помимо стандартных фраз приветствия и разъяснений, как пройти, здесь можно встретить вот такие фразы. «Господа, время позднее, на улице нельзя громко петь». Единственное, что забыли составители этого разговорника – это включить в него слова поздравления с тысячелетием Казани. Томление, грусти безнадежной, тревогах шумной суеты. Как в эти дни не вспомнить о прошедших юбилеях, когда в подарок Казани привезли не только настоящего Пушкина, он за спиной Ментимира Шаймеева, но и целую Питерскую улицу. На открытие гостья с берегов Невы привезла с собой мелкий дождик и опыт празднования юбилеев. Казанские торжества ничуть не меньше по размаху, чем 300-летие Петербурга. Те же масштабы и то же строительство. Суперсовременные дороги, огромный мост «Миллениум», новый метрополитен, да и световое шоу удалось. На смену археологам пришли коммунальные службы. Забегались все. Под стенами Казанского Кремля бригады озеленителей раскатывают травяные дорожки. С праздничным портретом города определились заранее и по-восточному широко. С растяжек по всем улицам задорно улыбаются дети. Конкурс фотографий называется «Тысячелетняя улыбка Казани». Рабочие спешно начищают фасад новенькой станции метро. Название «Кремлевская» звучит очень по-столичному. Пример укрепления федерализма в символах. За стенами Казанского Кремля видно и звезды, и кресты, и полумесяц. Здесь все так перемешалось, что поскребешь русского – окажется татарин, поскребешь татарина – окажется русский. Пора
Если что, песня про Кара Бумер, она прям звучала на Первом канале. Это не я ее туда подложила на монтаже. Среди населения было разное отношение к празднику. Кто-то ехал повидать нарядную Казань из других регионов, а кто-то, опасаясь возможных терактов, которые тогда были реальностью российской, не выходил из дома. Вот еще несколько цифр юбилея. Не знаю, будет ли вам это интересно, но пусть останется для протокола. 98 мероприятий прошло в Казани, из них 36 международных и 34 общероссийских. В них приняли участие 8 международных организаций, 20 российских министерств и ведомств и представители 83 городов из 44 государств мира. Было освоено 60,5 миллиардов рублей на капитальное строительство и введено в эксплуатацию более 200 крупных объектов. В рамках президентской кампании ликвидации ветхого жилья, которое было запущено как раз-таки перед тысячелетием, в новые квартиры переехала 10-я часть жителей Казани, это более 30 тысяч семей. В 2004 году ввели в строй 870 тысяч квадратных метров жилья. На тот момент в пересчете на душу населения это был рекорд для российских городов. Казань получила много инвестиций, более 140 миллиардов рублей, и из них 86 ушло на строительство и реконструкцию объектов. Но пока подчищали город к празднику, с улиц убрали почти 300 ветхих и не очень ветхих домов. Общественность тогда упрекала администрацию в том, что снесены некоторые ценные исторические здания. Вот, например, теперь уже сложно представить, что склоны Кремля были густо застроены. Итак, что осталось нам, живущим в Казани 2025 года в наследии от миллениума? Ну, наверное, из самого большого и масштабного это, конечно, метро. Ну и две огромные буквы «М». Одна на въезде в город со стороны Оренбургского тракта и на мосте Миллениум. Ну а глобально это, конечно, супер опыт, который появился у местной команды и позволил на высоком уровне в дальнейшем проводить как федеральные, так и мировые мероприятия. С 2000-ми и с тысячелетием города в Казань пришла так называемая реновация, и жители города переселяли в новое комфортное жилье, и Казань стала обретать свой современный облик, стали появляться общественные пространства. Еще был у города музей тысячелетия, который, к сожалению, закрыли после того, как здание, которое он занимал, отдали под национальную библиотеку. Но ходят слухи, что есть концепция нового музея про историю города. Но, к сожалению, пока это только слухи. А осколки истории можно собирать в Национальном музее, Музее государственности и суперсовременной городской панораме. А из такого физически ощущаемого, особенно теми, кто был непосредственным участником подготовки тысячелетия, наверное, можно назвать государственную медаль в память тысячелетия Казани. Мне кажется, она есть абсолютно у всех, кто так или иначе был задействован в празднике и хоть за что-то там отвечал. Вот такую краткую хронику тысячелетия Казани получилось собрать. Если среди зрителей есть те, кто был свидетелем праздника, пишите в комментариях, как это было, будет интересно почитать ваши истории. Обязательно подпишитесь на этот канал, если еще этого не сделали, поставьте лайк этому видео и отправьте этот ролик тем, кто любит Казань. Исән имин булыйк, сәламәт булыйк, сау булыгыз.